Друзья, здравствуйте. Что ждет Россию после смерти Путина? Захлестнет ли РФ кровавая междоусобная война, и есть ли шанс на то, что порабощенные народы снова станут свободными? Об этом мы не только сегодня поговорим с человеком, который у нас впервые. Друзья, уверен, вам будет точно так же приятно, как и мне, руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габбасов сегодня с нами. Руслан, здравствуйте, спасибо, что нашли время, рад вас видеть. Здравствуйте, Алексей. Спасибо, что за приглашение. Вы знаете, наверное, с такого риторического вопроса начну. Многие мои собеседники, комментируя довольно вялые поставки вооружений для Украины, запрет на атаки по территории России по военным объектам западным вооружением, говорят, что все это связано с тем, что коллективный Запад, союзники Украины по формату Рамштайн, и в первую очередь Соединенные Штаты, боятся поражения российской армии на поле боя. Мол, кто знает, к чему она приведет. К поражению Путина, к его свержению, вероятно, к его убийству. А что дальше? Вероятно ли дефрагментация России, а в чьих руках окажется ядерное оружие? В целом, вот как вы считаете, сценарий победы Украины насколько напрямую связан с тем, что мы привыкли называть развал, распад Российской Федерации? Я уверен, что огромные события, большие перемены начнутся именно со смерти Путина. Власть в России персонализирована. Она стоит на одном человеке. Это Владимир Путин. Мы помним, когда он начинал войну, мы помним, как лебезил перед ним Совет Безопасности. Как они заикались там. Все решения принимает Путин. Как только, и надо же помнить, что вокруг Путина есть огромные, большие многочисленные кланы, так называемые башни Кремля. Они все друг с другом воюют, они все друг с другом конкурируют. И он их, скажем так, контролирует, сдерживает. Как только его не станет, все пойдет в разнос. Вся империя рухнет, потому что вся она держится только на одном человеке. Империя одного человека – Путина. Поэтому как только Россия проиграет, а она проиграет ее в любом случае, так что этот процесс запустится. Он может продолжаться от 3 месяцев, допустим, да, до 3 лет, да, переходной период. Вот эта большая смута, она начнется в очередной раз для России. И я уверен, точнее, я надеюсь, что она закончится полным распадом. Но будет ли это полный распад или какой-то частичный распад, ну, это точно будет. Потому что эта империя, она распадается уже периодически. Я как историк знаю, что в 2017 году отвалилось 2 страны, Финляндия и Польша. Ну, там отвалились даже и балтийские страны, конечно, они потом вновь были завоеваны. В 91 году еще 15 республик. Этот процесс, он идет, и он будет продолжаться. Какие республики могут выйти из состава России первыми, об этом поговорим чуть позже, но насколько вы связываете процесс поражения России на поле боя, например, возврат Украины своей территории, непосредственно со смертью Путина? Вот для него, как мы видим, война стала уже самоцелью, и такое чувство, что без нее существовать он и его власть просто не может. Я уверен, что сейчас уже существуют группы влияния силовые и финансовые, которые думают, а не сдать ли нам его для того, чтобы перезапустить отношения с Западом, снять с себя санкции, ну и в целом снова тратить награбленное на курортах Европы. Но пока что этой консолидации нет. А вот поражение на поле боя, насколько смерти подобно для Путина? Ну, очень будет для него, скажем так, это будет сильно влиять на то, сместят его или не сместят, но не факт. Потому что даже вот настолько, скажем, зомбированное население в России, настолько оно ватное, что даже смерть Путина, я извиняюсь, даже поражение в Украине, он может это преподнести, ну, там у него миллиарды вливается в госпропаганду, которую там с утра до вечера льют из телевизора вот эту вот пропаганду в уши россиянам, и они смогут преподнести, ну, так, что, скажем, ну, это так было задумано. Мы выполнили свои цели, мы защитили там русских в Украине и так далее, и так далее. То есть они могут массу придумать. Мы вывезли русских из Украины к нам обратно, в Россию переместили. Мы там защитили это. Ну, в общем, огромное количество могут придумать всяких отговорок, как они это делают. Потому что мы помним, что война начиналась, там было множество разных причин, о которых сегодня вообще никто не упоминает. Ни денацификацию, да, ни демилитаризацию, ни вступление в НАТО. Потому что после этого вступили в НАТО 2 страны, Финляндия и Швеция. Что Путин сказал? Ну, это их дело. Ну, то есть, это о чем говорит? Это говорит о том, что они вообще не преследуют вот каких-то вот своих обещаний, что они говорили, что они обещали людям.
они это не выполняют, у них может все меняться через каждый там, месяц, через год уже все. Поэтому может получиться так, что Путин удержится, а вот просто законсервируется, будет Северная Корея 2. Но все равно процесс разложения, процесс упадка, он будет продолжаться, ну, максимум, сколько там, до смерти Путина, как я и говорю. Потом все рухнет. Друзья, как вы думаете, что будет после смерти Путина и в целом приведет ли поражение российских войск к его физическому отстранению, а может быть даже и устранению? Пишите в комментариях ваши мысли, как всегда будет интересно почитать. Там, кстати, найдете ссылку и на YouTube-канал Руслана. Тоже, друзья, можете подписаться, точно так же, как и на YouTube-каналы нашего медиасообщества. Дмитрий Гордон, Олеся Бацман в гостях у Гордона. Если уже говорить о национальных республиках, Министерство иностранных дел Украины, обычно говоря о распаде России, называют три таких основных субъекта, на которые ставят в плане независимости больше всего. Это Татарстан, Башкортостан как раз, ну и Ичкерия, да, Чечня. Вот только не раз уже слышал тезис от российских пропагандистов, и даже, кстати, от Кадырова, от самого, который говорит, ну вот те, кто ратуют за независимость национальных республик, не понимают, сами мы не сможем. Вот я бы хотел, чтобы вы прокомментировали этот тезис, и как вы считаете, может вы этот еще список расширите, кто является основными претендентами на выход из Российской Федерации после ее дефрагментации? Сами, конечно же, республики не смогут выйти на сегодняшний момент, они слабы. И надо помнить, что вот если взять исторические моменты, вот в истории Второй мировой войны, когда миллионы солдат воевало на фронте, в то же время миллионы НКВДшников выселяли целые народы. То есть у них была большая сила была. В то же время и сейчас то же самое происходит. Миллионы Росгвардии, МВД, ОМОН и так далее, они есть. Они могут задушить любой протест. Это показали события в январе 2024 года, этого года в Башкортостане, когда в Баймаке народ поднялся, выступая в защиту Фаиля Алсынова, и их просто там забили. Но, тем не менее, сначала-то на самом деле воля, которую показал народ Башкортостана, и эти кадры, где камни летят в сбегающие просто машины, автозаки, и в целом, ну, тогда этот подъем и единство, оно чувствовалось, просто, ну, оно не может постоянно, как бы, да, вот поддерживаться. Тогда вот, кстати, как вы считаете, почему довольно быстро удалось силовикам подавить? Мы помним это жесткое подавление, слезоточивый газ и силовые задержания. Чего тогда не хватило все-таки, да, для того, чтобы больше требований митингующих были выполнены? То есть, может, необходим был сильный лидер, которого не нашлось, или же они не нашли поддержку в еще каких-то силах, которые могли бы на это повлиять? Вот как вы считаете? Нет, на самом деле все банально. Не было политических требований, не было политических целей. Просто было желание высказать поддержку лидеру Фаилю Алсынову. Все. Если бы там реально были бы какие-то политические требования, цели, стратегическое видение будущего, к этому бы готовились, и восстание как такое было бы, оно более успешным, я думаю, что. Плюс Башкортостан остался один. Когда было обращение к другим национальным республикам поддержать, никто не поддержал, увы. И вот если говорить о том, что какие еще национальные республики, скажем так, имеют шансы, я считаю, что вот я как-то делал видео, где делал расклад о том, какие действительно национальные республики имеют больше шансов, какие меньше и какие практически не имеют. Я, между прочим, Башкортостан и Татарстан отвел к второй группе, которые имеют средние шансы. На самом деле большие шансы на независимость имеют такие республики, как Ичкерия, Ингушетия, Тыва. Почему? Потому что у них моноэтническое население практически преобладает, там 90 с лишним процентов. Плюс они все стоят на границе. То есть, точнее, они граничат уже с иностранными государствами. И плюс эти, скажем так, народы, их не смогли переварить, русские. Как бы ни старались, они так их не смогли переварить. Чеченцы для них чуждые, Ингушетия для них чуждые, и тувинцы то же самое. Они живут по своим законам, и они бы с удовольствием сами бы отпустили их. Вот на сегодняшний момент, просто если взять, они бы сами отпустили, потому что они прекрасно понимают, что это регионы дотационные, что эти регионы опасные, взрывоопасные, что от них одни проблемы. Вот. Но они не могут их отпустить, потому что запустится цепная реакция.
А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга? Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Также я считаю, что уже остальные республики, Якутия, вот достаточно сильное национальное движение, Башкортостан, конечно же, Татарстан, но и остальные республики Северного Кавказа, Бурятия, можно сказать, тоже. Вот. Но если Татарстан и Башкортостан действительно поднимутся и отсоединятся, все, Россия рухнет окончательно. Именно поэтому они вцепились больше всего в Татарстан, Башкортостан. Здесь очень сильный центр по борьбе с экстремизмом работает, очень много посадок. Башкортостан занимает первое место по политическим заключенным, потому что они находятся в подбрюшье России. Как только здесь вспыхнет, и если Республика Башкортостан и Татарстан, а за ней все Поволжье, Чувашия, Мариэл и так далее, отсоединятся, ровно по Уралу отколется Россия, и все, что будет за Уралом, Сибирь, Дальний Восток, они тут же заявят о своей независимости. Говоря о способностях отдельных национальных республик быть независимыми. Знаете, вот я сегодня, уж извините, второй раз зацитирую Кадырова, хотя это, конечно, для меня очень несвойственно. Но он говорит, я, мол, когда-то тоже был за Ичкерию, но финансово, говорит, не потянули бы мы. И вот тут сразу возникает вопрос, а действительно, потянут ли те, кто захотят отсоединиться от России, если даже в России будет экономический кризис, ну, существенный вследствие продолжения этой войны или поражения, то мы все равно понимаем, что дотационных регионов много. То есть, ну, Путин на самом деле покупает эту лояльность, но далеко не везде этих сумм достаточно. Вот очень любопытная статистика от Радио Свобода, что за неделю войны против Украины, то есть те деньги, которые за 7 дней тратит Россия, этот бюджет составляет больше, чем бюджет 80% регионов за год. А некоторые регионы в год тратят меньше, чем Россия тратит на войну за один день. Вот. Ну, так, например, вот, кстати, живут в Ингушетии, в Калмыкии, в Ненецком автономном округе, где тратят в год меньше, чем Россия на войну за этот один день. Вот о том, как Россия покупает лояльность, кто больше всего зависим и получится ли у отдельных субъектов обрести независимость, ну и обеспечить себя самостоятельно. Ведь это тоже важный вопрос. Согласен, но надо же понимать, почему они дотационные. Допустим, Якутия, дотационный регион считается, но это мировой поставщик алмазов. Там огромное количество нефти выкачивается, газа. Бурятия то же самое, там уран добывают, литий. Одни из самых больших там залежей лития, да, сегодня литиевые батареи, скажем, везде используются. Башкортостан. Мы занимаем 9 место по добыче нефти в России, 1 место по переработке. У нас крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы в Европе, да, нефтехимические комплексы крупнейшие. Однако мы дотационный регион считаемся. То есть нас делают специально дотационными такими регионами, у нас забирают более 70% наших доходов. Наши крупнейшие компании зарегистрированы в Москве и платят там доходы, соответственно, платят налоги туда. И потом мы ходим и просим, дайте нам денег. То есть нас сознательно делают дотационными регионами. Поэтому если, скажем так, какая-либо республика или какой-либо регион получит независимость, конечно же, они сразу же, ну, соответственно, все доходы будут оставаться в республике. Они сейчас практически все образованные, многие экономисты получали образование в Европах, ну, в зарубежных странах, в хороших институтах. Поэтому я думаю, что это не проблема. Не проблема, когда регион или какая-либо национальная республика станет независимым, поймет, что ей больше не на кого рассчитывать. Она будет трудиться, будет работать, будет выживать. Эстония, Латвия, Литва. Вот в Литве, кроме песка, вообще ничего не добывают. И когда она отсоединялась, в Верховном Совете некоторые депутаты кричали, что а что вы держите их, отпустите.
они через там год приползут на коленях обратно, они же, у них ничего нету. Однако сегодня Литва успешная страна в Европе, доходы очень хорошего населения, живут, развиваются. Эстония то же самое. Поэтому ничего страшного, я думаю, все будет нормально. За мной Майдан. За мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Друзья, если вы живете в национальных республиках России, потому что нас смотрят по всему миру, ваше мнение особо интересно, в целом, как и мнение всех наших зрителей. Друзья, пишите, что думаете о темах сегодняшнего нашего обсуждения. Ну и лайки поставьте, на самом деле больше хочется людей, чтобы увидела нашу сегодняшнюю беседу, потому что будущее России, это для нас, для украинцев в первую очередь тоже очень важно, ведь нам соседствовать дальше с тем формированием, которое будет там, и в зависимости от того, куда будет двигаться Российская Федерация в будущем, это ведь вопросы нашей национальной безопасности. Вы сегодня сказали, что Башкортостан лидирует по количеству политзаключенных. Я вот нашел еще одну статистику. К сожалению, Башкортостан лидирует также и по количеству убитых на войне против Украины. Радио Свобода об этом сообщает, что из этой национальной республики самое большее количество подтвержденных смертей среди людей, которые подписывали контракты или были мобилизованы для войны против моей страны. Зачем идут воевать? Наверное, такой вопрос. И если мы говорим о мобилизации, насколько пропорционально равномерно забирают людей в национальных республиках в сравнении, например, с основными там центрами, да, от которых, как говорят, зависит общественное мнение в России. Ну что это? Москва, Питер и еще плюс пара городов. Если сравнивать с Москвой, по данным некоторых СМИ, которые проводили расследование, Башкортостан в 6 раз превышено погибших в Украине. Допустим, на тот момент, это где-то несколько недель назад, это было 500 человек Москва и 3000 Башкортостан. Хотя надо понимать, что Москва в 6 раз население больше, чем в Республике Башкортостан. Вот такая статистика. Почему именно с Башкортостана больше всего погибших? Да, мы занимаем первое место и уже достаточно долго, потому что нам не повезло с нашим руководителем республики Радием Хабировым. Это человек, который, чтобы удержаться у власти, а у него на данный момент сегодня пересажали практически всех министров, заместителей, чиновников, огромная коррупция. И единственное, что его удерживает во власти, за что его держит, еще даже согласовали ему второй срок буквально недавно, то, что он поставляет такое огромное количество людей. Когда прошла мобилизация, у нас, по-моему, около 20 тысяч человек мобилизовали. Плюс идет там сумасшедшая пропаганда. Людей уговаривают, людей обманывают. Многие могут мне не поверить, там скажут, кого обманывают, да, в принципе, есть телевизор, там есть интернет, можно набить любой, там, да, посмотреть. Согласен, все это есть для людей разумных. Но, к сожалению, действительно очень огромное количество людей, которые не интересуются политикой, которые живут в деревне, побухивают, а потом попадают в какую-то беду. Вот я недавно был в Украине, в лагере с военнопленными встречался из Башкортостана. Я поэтому говорю на живых примерах. И скоро эти интервью должны выйти на канале Лиги Свободных Наций. И вот парень, башкир по национальности, человек, который, скажем так, попался пьяным за рулем. Человек не знает законов своих, не знает своих прав. Ему на него надавили, сказали, вот так, либо ты сейчас сядешь, либо вот тебе контракт, поедешь там на 3-ю линию, будешь копать окопы. Все. Человек подписал, поехал, оказался в плену. На 1-ю линию закинули. И таких много, которым обещают, там, ты будешь там строить мосты, там, ты будешь там восстанавливать там Мариуполь или еще чего. Вот. Но есть огромное количество тех, конечно же, которые прям сознательно едут заработать деньги именно на убийстве украинцев. Есть такие, как и во всей России, согласен. Но тоже надо понимать, что это не одни башкиры. У нас Республика Башкортостан, башкиры 1/3 населения. 1/3 это татары, 1/3 это русские. То есть просто многие подумают, что вот башкиры такие вот, да, то есть нет.
Есть всякие, конечно же, согласен. Действует, я еще раз говорю, пропаганда плюс большие выплаты. На сегодняшний момент там до 3 миллионов доходит. Я вот этим пленным говорю, ну за сколько ты поехал воевать? За 200 тысяч. Я говорю, что не обидно? Сейчас, говорю, платят по 3 миллиона. Вот. И нечего сказать им, нечего сказать. Я не оправдываю никого. Я считаю, что все, кто взял в руки оружие, и даже мобилизованные, они оккупанты, они виноваты. Потому что у меня огромное количество людей, моих друзей, моих знакомых, вот из организации «Башкорт», которую мы когда-то создавали, и была крупнейшей национальной организацией в Башкортостане, никто не поехал воевать. Ни по мобилизации, даже если им приносили повестки, просто не пошли в военкомат. Никто не подписывал контракты. Просто не поехали, потому что они прекрасно понимают, они в политике разбираются, политически грамотные люди, они башкирские националисты. А башкирские националисты не воюют против других. Они воюют только за свою землю. Если говорить о самой идее войны, понимаю, пропаганда работает, но насколько ассоциируют вообще вот эту путинскую войну, да, вот условно, где речь идет о новых территориях, где речь идет о какой-то денацификации. Ну, те, кто идут за деньги, я понимаю, там, да, то есть мы можем это объяснить легко. А вот если говорить про вот идеи, которые постоянно льются из Кремля, да, о каком-то величии России, о том, что мы, знаете, наши исторические территории. Вот насколько жители национальных республик, на примере Башкортостана, можете тоже объяснить, да, вот ассоциируют себя вот с этим вот таким путинским величием, которое он пытается насаждать ежедневно. Вы знаете, на самом деле идейных мало. Идейных мало, в основном это русские. Вот могу так вот сказать, потому что мы проводили выборку. Это в основном русские, которые действительно там гордятся величием России. Потому что башкиры, есть и среди башкир, я как бы не оправдываю, есть и такие, которые, но в основном это те люди, которые воспитаны еще при Советском Союзе. Великая держава, там, мы там всех побеждали, деды воевали, ну вот такой континент. Вот. Но некоторые башкиры, вот когда по мобилизации шли, есть там, которые с гармошками, там, ну, кура играли, танцевали перед тем, как отправлять. Потом их, правда, всех переубивали. Вот. Но они, как это объясняли? Они объясняли, вот мы давали присягу, мы не имеем права как бы отступить, нас потом будут как бы там презирать. Вот это вот внушение о том, что вот ты раз присягнул, мы башкиры там воевали за Россию когда-то, там за Советский Союз участвовали, наши деды воевали, и мы тоже должны. Да? Но как бы вообще нет понимания о том, какая это война. Да? Вторая мировая война, там, ее можно оправдать, на вас напали. И тут, ну, как бы все пошли воевать. А тут сама страна напала, сама она оккупантом является. Ну, неужели вот это невозможно сопоставить? Ну, к сожалению, вот как есть. Сейчас, если говорим о нехватке людей у Путина для этой же войны, в Украине очень с тревогой наблюдают за тем, как перебрасываются военнослужащие из Северной Кореи. Пока что, как пишут расследователи, их количество слегка превышает, может превысить 10 тысяч. Но что будет в перспективе, непонятно. Тут, если уж мы говорим о национальных республиках, я к чему вспомнил КНДР. Записывают-то их как бурятских военных, да, бурятские батальоны записывают для того, чтобы, видимо, после этого отрицать, что это, значит, северокорейцы, говорить о том, что это, значит, погибшие, ликвидированные на фронте буряты. Что будет, если, правда, северокорейцы будут попадать в плен, и в Украине, не думаю, что такая проблема найти переводчика. Но это, видимо, уже так стратегически не мыслят ныне оккупанты. С тем, как постоянно в России пытаются, как я понимаю, избежать новой волны мобилизации в тех же республиках, да, я понимаю. То есть эти же суммы по 3 миллиона рублей за подписание контракта, это ведь свидетельствует как раз о том, что желающих не так уж и много. Первая волна мобилизации прошла со скрипом. Вторая, как вы думаете, может ли последовать за ней серьезный политический кризис, особенно через призму недовольства именно вот этой непропорциональностью, да, по количеству людей, которые забираются в национальных республиках? Уверен, что если будет следующая волна мобилизации, это вызовет кризис. Насколько он будет серьезный для власти, справятся они или нет, я не знаю. Но это будет серьезный кризис. Почему? Потому что действительно, как вы сказали, правда, люди не хотят больше воевать. И людей, как я говорил, вот сам разговаривал с пленными, обманывают. Многих на сегодняшний момент именно заставляют подписывать контракты именно вот
судебные приставы, у которых очень много долгов, они обещают им, да, списание и так далее. Вот. Сегодня я сижу в больших, ну, в разных пабликах, в чатах башкирских, я вижу настроение людей. Люди недовольны войной, люди не хотят воевать, люди недовольны количеством погибших, сколько людей умерло. И вот это, если произойдет такая мобилизация, это, конечно же, вызовет кризис. Насколько он затронет, будет ли это восстанием большим каким-то, который свергнет власть, не знаю, но точно не справится. Именно поэтому, конечно же, они пытаются набрать с разных сторон, с разных стран наемников. Это, к сожалению, показатель того, что Запад сегодня очень слабый. Потому что они видят, что Запад не поставляет как должное оружие. Они полностью не впрягаются за Украину. И они видят, да, что вот те самые красные линии, которые есть у Запада, да, они их тоже не... У Запада тоже есть свои красные линии, как выяснилось. И Россия часто их переступает вот тем же самым наемниками. И мы посмотрим в этот раз, если действительно появятся большие батальоны северных корейцев, что Запад предпримет? Будет ли он, изменит ли тактику, даст ли больше оружия, может быть, закроет небо. Посмотрим. Если нет, ну, значит, пойдут дальше иранцы, и еще какие-то другие появятся, ангольцы или какие-то. Ну вот я сегодня, когда начинал нашу с вами беседу, я говорил о том, что тезис довольно популярен, о том, что довольно вялые поставки вооружений, вот эти вот ограничения для Украины, которые постоянно диктует Запад, связаны со страхом перед крахом нынешнего путинского режима, потому что неизвестно, что дальше будет. Вот вы лично для себя как объясняете, почему очень часто Запад находит все новые и новые аргументы для того, чтобы, с одной стороны, помочь Украине не проиграть, но при этом не помочь Украине победить, потому что не проиграть и победить — это все-таки, ну вот как мы уже все знаем, достаточно разные вещи. Лично мое мнение, я считаю, что Запад просто, вот в первую очередь Америка, они хотят ослабить максимально Россию, но не хотят, чтобы она распалась. То есть с ослабленной максимально Россией можно потом будет делать все, что угодно. То есть, да, из нее можно будет веревки вить, принуждать к чему-то, к каким-то договорам, к ограничению какому-то. Вот. Но они действительно не хотят полностью развала. И это печально, потому что вот сегодня мы видим, как в США принимают вот этих хороших русских, да, так называемых российских либералов, или я называю их московская псевдолиберальная оппозиция. Вот, их принимают везде: Яшин, там, Кара-Мурза, Пивоваров, Юлия Навальная, дают какие-то премии, но не встречаются, не общаются, не разговаривают с лидерами национальных движений, национально-освободительных движений. Почему? Потому что явно они дают показатель, что вот мы делаем ставку на либеральную оппозицию, Россия, когда проиграет, Путина свергнут, вместо него мы хотим видеть вот этих людей в будущем. Но только не развал России. Хотя никто не дает гарантию, что через 10 лет нахождения Юлии Навальной во власти, там, да, или Ходорковского, не придет Путин-2. Вообще никто таких гарантий не дает. И, скорее всего, так оно и произойдет, потому что сознание населения-то не поменяется. И если во Второй мировой войне, когда гитлеровская Германия проиграла, почему население, скажем так, через несколько лет поменяло, да, свое мнение? Они же все массово поддерживали Гитлера. Потому что туда вошли войска, Германию оккупировали, там стояли базы американские, российские, советские тогда на тот момент, да, английские. Людей водили в кинотеатры, показывали им все ужасы войны, возили в концлагеря, давали в руки лопаты, заставляли копать могилы массовые, где массовых расстрелов, водили в крематории. То есть с ними работали. А кто будет с россиянами работать? Россию никто не собирается оккупировать, никаких баз здесь не будет. Кто? Юлия Навальная будет водить? Она не имеет никакого влияния на россиян, абсолютно. Ноль. Вот такой. Она ничего из себя не представляет. Она просто жена политика. Поэтому вот та Россия, которая сохранится, а у нее сохранится и оружие, она потом станет еще злее, еще хуже. И будет вот этот вот, как после Первой мировой войны, та же самая Германия, когда она проиграла, и когда наложили на нее там, контрибуции огромные, какие там, скажем, лозунги потом звучали? Нас обманули, мы великая страна, нас победили, но мы
на самом деле мы великая нация. Здесь будет то же самое. Да, реваншизм предсказываете не только вы, и я согласен, кстати, с этим. Вот вы вспомнили российскую политическую эмиграцию. Большинство самых, ну, таких, скажем, наиболее поддерживаемых лидеров российской оппозиции, которые сейчас находятся в Европе, они прям подчеркивают, ну, вот мы слышали это и от Яшина, кстати, от Навальной, что, ну, что это за патриоты, которые желают развала собственной стране. Мол, мы как бы считаем, что Россия должна сохраниться, это их официальная позиция. Ну, не знаю, насколько, может быть, было бы гораздо демократичнее или либеральнее, раз они такими себя считают, сказать, что мы за то, чтобы Россия сохранилась в том же виде, но мы не можем продолжать вот такую же политику империалистичную, да, мы можем. Пускай проводят там, не знаю, какие-нибудь референдумы национальные республики, если захотят, пускай отделяются, нет, остаются с нами. Но нет, такого не звучит. То есть все эти имперские тезисы и все то продолжение, ну, такой политики порабощения мы слышим и от них тоже. Вот обратили ли вы на это внимание, насколько тревожный это симптом? То есть даже российская оппозиция не рассматривает вариант самоопределения и независимости национальных республик. Или я ошибаюсь, у меня неправильно сложилось впечатление? Нет, все правильно, хотя как бы звучат мнения разные. Но вот эта вот сегодняшняя вот эта псевдолиберальная оппозиция москвоцентричная, потому что все они из Москвы в основном. Или пожили долгое время в Москве, приехав из регионов. И вот заразились вот этим имперским вирусом Москвы. Вот. Они все мне напоминают белое движение 1917 года, которое точно так же проиграло. Почему? Потому что вцепилось когтями в единую неделимую Россию. Мы помним, как Колчак, генерал Маннергейм, обращался к Колчаку и говорил, что мы готовы помочь вам предоставить 150 тысяч штыков для того, чтобы завоевать Петроград. Но взамен мы просим независимости. Колчак тогда отказался. Колчак также соответственно, проиграл, да, Петроград не был захвачен. Колчак распустил все национальные правительства. Он сказал, что мы не признаем никакие национальные республики, национальные правительства. Именно поэтому наше, допустим, башкирское правительство перешло на сторону красных, которое признало нашу башкирскую республику. Все. И Колчак проиграл. И вот сегодня мне вот напоминает вот эта наша российская вот эта псевдолиберальная позиция именно то белое движение, которое не понимает процессов. Большевики поняли процессы, какие движения сильны, что национальные движения, они более сильные, у них, скажем, больше желания отстаивать, воевать за свою родину. И поэтому я считаю, что вот сегодня те, кто делает ставку на национальные республики, на национальное освободительное движение, те победят. Те победят в будущем, потому что Россия развалится в любом случае. Это необратимый процесс. И как бы Америка, США не желали там сохранить СССР, мы помним, да, и в Киев они приезжали там просить, Джордж Буш приезжал уговаривать, чтобы Украина не выходила из состава СССР. Но ничего не помогло. СССР развалился в любом случае. И референдум был за сохранение СССР, и большинство населения СССР проголосовало за то, чтобы СССР сохранился, и прошло там несколько месяцев, и СССР развалился. Это исторический процесс. Поэтому, что бы ни говорили сегодняшняя российская оппозиция, они никакой роли в этом не сыграют. То есть Россия распадется в любом случае. Но они уже, некоторые из них говорят и понимают. И многие, кстати, призывают к развалу России. Допустим, такие, как Евгения Чирикова. Они прям говорят, что вот мы готовы, мы не видим никаких причин, почему мы должны удерживать национальные республики. Почему мы, русские, должны как бы удерживать эти национальные республики? Какое мы имеем право на это? Об этом говорит Игорь Яковенко. Об этом говорит даже Каспаров. Они, в принципе, все говорят о том, что мы готовы как бы отпустить республики, если у них пройдет референдум. Единственное, что мы здесь не согласны с тем, что проводить референдумы. Во-первых, население у нас очень политически неграмотное. Во-вторых, оно забитое. В-третьих, очень сильны еще до сих пор вот эти вот пропутинские взгляды. И в-четвертых, допустим, Татарстан. Вот его когда-то там в 1552 году его захватили силой. Никакого референдума не было. То есть почему сейчас Татарстан должен проводить референдум, чтобы там, да, выйти из состава? И главное, когда Кавказ захватывали, никакого референдума не было, а сейчас требуется у нас референдум. Нет, никакого референдума.
выходим, объявляем о своей независимости без каких-либо условий. Только так. Но все равно интересно, оперируете ли вы какими-то данными, хотят ли жители национальных республик этой независимости? Есть ли какая-то, ну, более-менее правдоподобная статистика, оперируете ли вы такими данными? Таких данных нету, потому что сегодня это невозможно проверить в тех условиях, в которых находится Россия. Но я общаюсь со многими своими соотечественниками, и эта идея живет и усиливается с каждым днем. Потому что вот еще 2,5 года назад, когда мы впервые заговорили, именно имеется в виду Башкирское национальное движение, заговорило о независимости Башкортостана, на нас смотрели как на маргиналов. Да? Сегодня, как мне говорят те ребята, которые живут в Башкортостане, с которыми я общаюсь, многие практически говорят о независимости, на кухнях об этом, это очень такая популярная тема. И очень много сторонников, не просто из простых людей, но очень много сторонников из интеллигенции уже говорят о том, что действительно Башкортостан должен стать независимым государством. Поэтому идея, она живет, она будет, идея вброшена в массы, она уже получила распространение, она будет все дальше и дальше распространяться, и все больше и больше сторонников будет независимым. Почему? Потому что, ну, если бы в России было бы хорошо, никто бы, наверное, не хотел бы отделяться. Но в России плохо. И действительно, нашим народам там очень плохо. Мы ассимилируемся, наши языки отобрали. И сегодня отправляют воевать против украинцев, защищая русский мир, русский язык, так называемый, да, который якобы там ущемлялся. В то же время, когда башкирский язык у нас здесь, прямо сейчас, прямо здесь уничтожают. Наших лидеров сажают, да, у нас огромно убивают людей, да, в камерах, как одного из баймакских просто забили до смерти, да, и все. Но в таких случаях мало желающих будет остаться. Мы прекрасно понимаем, что из нас выкачивают огромные природные ресурсы. Доходы мы от 70 до 80% отдаем Москве. Но зачем нам такая страна? Для чего? Чем больше людей будет этим интересоваться, чем больше они будут сопоставлять данные, я думаю, что тем больше будет у нас сторонников. Интересно еще, как относится в Башкортостане лично к Путину. Вот я нашел, как комментировали РИА Новости визит Путина недавний в Уфу. Ну и все в таких лучших традициях, значит, такой советской газеты «Правда». Да, значит, пишут они так. Владимир Путин в ходе общения с уфимцами отметил качество социальных объектов региона. Сказал, что на них, цитирую, «любо-дорого смотреть». Жители столицы Башкортостана, в свою очередь, поблагодарили президента и пожелали ему крепкого здоровья. Конец цитаты. Ну, в общем, вот так описывают встречу с уфимцами, значит, РИА Новости. Ну, а в целом, поддержка Путина на самом деле, ну, вот насколько она сильна в регионе, и, ну, вот есть же часто тезис такой, да, вот как бы царь хороший, бояре плохие. Вот насколько это касается вот Путина, если говорить о Башкортостане, насколько все эти проблемы, с которыми, ну, постоянно сталкиваются, и мобилизация, экономические проблемы, любые, да, там опять-таки, ну, от губернатора много зависит, насколько вот эти все проблемы, они прилипают к реноме именно Путина, или же Путин свят, как рассказывает пропаганда российская, ну, а если уж кто-то и виноват, то это кто-то, о ком Путин просто не знает. Температура любви к Путину в среднем по стране, наверное. Поэтому в Башкортостане, вот я живу точно так же, как и везде. Есть умное население, политически грамотное население, население, которое прекрасно все понимает, откуда все проблемы. Потому что проблемы у нас не от Хабирова. Ну, от Хабирова, конечно, тоже огромное количество проблем, но основные проблемы, корни проблем идут из Москвы, от Путина. Все это прекрасно понимают. Ну, вот, грамотное население, еще раз говорю. Есть население, которое действительно верит, что там Путин хороший, вот Хабиров только плохой. Что от Хабирова, если сменить, все изменится. Есть такие, есть, которые вот чуть какая-то проблема, обращаются к Путину там с жалобами, там пишут обращение к Бастрыкину и еще чему-то, думая, что как будто бы это как-то может помочь. Абсолютно. Вот борется с Хабировым, апеллируя к Путину. К сожалению, вот это вот есть, и печально на это смотреть, и я очень много критикую своих земляков за это. Я говорю, ну как вы вообще не понимаете, да, что вот сам Путин поставил этого Хабирова. Вот особенно, кстати, после того, как Путин Хабирова продлил, ну так, поощрил ему второй срок, и Хабиров там сфальсифицировал выборы, скажем так, выбрался на второй срок главы республики, любовь к Путину во многом поугасла у многих.
потому что, ну, они очень сильно бы разочарованы были. Они все-таки думали, что после баймакских событий Путин Хабирова снимет из-за того, что он допустил такие, как бы, здесь события и так далее. Абсолютно нет. Мало того, еще похвалил его, еще приехал. Поэтому по-разному есть. Но вот на встрече Путина с народом, которую показывали по телевидению, я знаю, что нагнали бюджетников. Простых людей туда не допускали, все через сито. Мало того, люди не могли к себе домой попасть, потому что настолько все это, настолько перегородили город весь абсолютно. Есть видео, даже вот гуляет по интернету, как женщину просто бьет полицейский за то, что она хочет к себе домой пойти. Ночь уже, там, 11 вечера, она не может пойти, потому что все перекрыто. И вот ее просто полицейские не пускают к себе домой. Там, через мост надо перейти, там, через реку, там ее живой квартал, где она живет. Не пускают. Ну, вот такое, ну, чем больше таких, как бы, видео будет, конечно, тем лучше. Больше будут открываться глаза у населения. Друзья, если вы смотрите нас из России, очень интересно ваше мнение по этому вопросу. Считаете ли вы, что России необходимо отпустить национальные республики, позволить им самоопределение? Также наши зрители по всему миру тоже, друзья, пишите ваши мысли о темах сегодняшнего обсуждения. После того, как лайки нажмете, на самом деле это несложно, поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю беседу. Еще есть пара тем. Конечно, наблюдали наши зрители с большим интересом за конфликтом, который развивался между главой Чечни Кадыровым, а также олигархом путинским Керимовым. На самом деле бандитские разборки в какой-то момент имели все шансы перерасти в национальное противостояние на этнической почве, потому что Керимова поддержал и глава Дагестана. И вот, ну, опять-таки, мои собеседники, которые, в том числе среди них есть выходцы, кстати, из Башкортостана тоже, говорят о том, что рано или поздно на национальной почве может возникнуть самая настоящая война. То есть причиной могут стать бандитские разборки, как вот здесь как раз между Кадыровым и Керимовым, да, переделка бизнеса. Но потом все это может еще больше разгореться именно из-за каких-то противоречий на этнической почве. И вот раньше якобы не допускал этого всего лично Путин. Он был тем самым арбитром. А вот теперь почему-то он предпочел молчать, поставить на место Кадырова, побоялся, видимо, для того, чтобы не допустить дестабилизации какой-то, и чтобы Кадыров не обиделся. Сразу вариант вопроса 2. Да? Действительно ли вот вы согласны с тезисом, что раньше Путин был арбитром и сейчас перестал? Ну и во-вторых, может ли Россию ожидать такая внутренняя гражданская война, которая будет связана именно, ну, с этнической принадлежностью? То есть начаться с чего-то, а после этого перерасти в национальное противостояние. Национальные противостояния, конечно, могут быть. Я считаю, что это не исключено, но маловероятно. Если даже они и будут, это будут такие мелкие местечковые конфликты, локальные. Но в основном, как бы, нам делить нечего многим. Я считаю, что все конфликты, которые происходят межнациональные, там везде есть рука Москвы. Везде. Именно они нарезали границы. Так Москва нарезала границы, да, по своему усмотрению. Именно она стравливала, вот часто стравливает башкиры и татары. И когда нам говорят, что башкиры будут воевать с татарами, это бред. Башкиры никогда не воевали с татарами, татары никогда не воевали с башкирами за всю историю. Есть там, да, какие-то в словах могут друг друга там в чем-то обидеть, но не больше. И я уверен, что когда не будет Москвы, а потому что именно Москва стравливает наши народы, мы всегда сядем за стол переговоров и договоримся. И любой народ так сделает. Без Москвы всегда можно будет договориться. Мало того, любая война заканчивается за столом переговоров. Даже если будут какие-то конфликты, я думаю, что они все равно договорятся между собой. Поэтому этого бояться не надо. И яркий пример того, что СССР развалился, и там практически не было никаких конфликтов, да, ну если не брать только Армению и Азербайджан за Нагорный Карабах, но и даже там конфликт начался именно еще до развала России, до развала Советского Союза. И можно, наверное, назвать только Молдову и Таджикистан, где была гражданская война. Все. Остальные республики вполне спокойно разошлись. И когда нам говорят, что вот из-за этого не надо, как бы, да, чтобы развал произошел, не нужно этого допускать. Ну, если честно, как бы, вот мне лично без разницы, что произойдет на Кавказе, что произойдет в Якутии, что произойдет в Москве той же самой. Я знаю, что Башкортостан не должен лишаться независимости из-за того, что где-то там будут происходить конфликты. Но это как сегодня Литва не должна была бы стать демократическим государством, потому что в Беларуси появился диктатор. Да? То есть, так нельзя. Это первое. Второе, по поводу арбитра Путина, как арбитра. Он до сих пор считает, что он арбитр, но вот именно Кадыров – это его больное такое пятно.
Потому что Кадыров зависим лично от Путина. Когда не станет Путина, Кадыров, я думаю, что первый, если он доживет до этого времени, конечно, первый заявит о своей независимости. Он никому не будет подчиняться. И мало того, его очень сильно не любят ФСБшники. Поэтому у них там война такая давняя. Здесь же в этом случае действительно произошел такой момент, который им, возможно, будет иметь большие последствия. Почему? Потому что и Сулейман Керимов очень влиятельная фигура, его называют кошельком Путина, и Кадыров очень влиятельная фигура. И мы видим, что никто не извинился, ни Керимов перед Кадыровым, ни Кадыров не извинился. Я нашим зрителям, простите, напомню, этот конфликт еще и возник из-за того, что Кадыров обвинил Керимова в подготовке покушения. Якобы Кадырова хотели убить. То есть вот на такой серьезный шаг якобы должны были пойти противники Кадырова. Да. И вот это же самое главное здесь. То, что он объявил кровную месть. А кровная месть это на Кавказе очень серьезное заявление, тем более если публичное заявление. То есть он теперь либо Кадыров должен осуществить то, что он как бы объявил, да, кровную месть, либо Сулейман Керимов должен извиниться перед Кадыровым и сказать, что нет, я ничего такого не хотел. Но мы видим, что этого нету. Соответственно, даже если представим, что их там Путин уговорит, они там сядут за стол переговоров, там побратаются на камеру, этим не закончится, они друг друга не простят. Вот, потому что это кавказцы, как бы люди горячие, люди чести. Вот такая ситуация. Поэтому это будет иметь очень долгоиграющие последствия. Но здесь надо понимать, что здесь бизнес. Здесь реально каких-либо таких вот национальных конфликтов нету. И когда люди говорят, что вот они там будут национальные конфликты, нет, тут бизнес, потому что кормушка сужается, кормовая база сужается у всех этих высокопоставленных лиц России, которые привыкли жить на широкую ногу. Бизнес уходит из России, Газпром в убытке и так далее, и так далее. То есть денег становится мало, огромные деньги уходят тем более на войну. А никто не хочет, скажем так, свои аппетиты уменьшать. Как они жили на широкую ногу, так и собираются жить. Поэтому будут сейчас биться за самые лакомые куски, какие еще остались. И будут биться вот именно в таком случае, что будут стрелять друг друга. Россия идет к своему логическому концу, и я очень рад этому. В общем, здесь можно было бы и поставить троеточие на сегодня, на самом деле, на таком тезисе. Однако мне просто мои зрители, наверное, не простят нас, если я с вами еще не поговорю об одном глобальном игроке, таком как Китай, потому что мы сегодня Татарстан много вспоминали. В Казани проходит как раз саммит БРИКС, и, в общем, несмотря на то, что там президент Бразилии даже специально упал с табуретки и ударился головой в ванной для того, чтобы иметь причину не приезжать в Россию, приезжает Си Цзиньпинь, и на самом деле вот сегодня вы сказали, что Соединенные Штаты в первую очередь не заинтересованы в дефрагментации России. А что насчет Китая? О претензиях, и скажем так, давайте так, не претензиях, а о видении, о плане иметь часть России под собственным не просто влиянием, а чуть ли не частью собственного государства для того, чтобы расселить собственных людей, для того, чтобы расширить свое влияние. Об этом тоже много говорят. Насколько, как вы думаете, роль Китая может быть существенна как раз вот в этих желаниях раскола России, в том числе от представителей национальных республик, точнее. Вот, да. Насколько Китай заинтересован в том, в чем Соединенные Штаты, по-вашему, не заинтересованы, в расколе Российской Федерации? Вот именно Китай, угроза якобы Китая, это любимый аргумент вот этих московских псевдолибералов, когда они разговаривают с западными политиками. И именно они убедили в том, что якобы Китай здесь как бы станет всесильный и потом там завоюет пол России и так далее. Но тут, скажем, несколько факторов, которые я хотел бы, о чем бы я хотел сказать. Первое. Во-первых, Китай действительно имеет право на некоторые территории России, которые были у нее отторгнуты, захвачены, оккупированы Российской империи на Дальнем Востоке. И они реально имеют право на эти территории. Исторические документы для этого все есть. Это первое. Во-вторых, когда говорят, что вот Китай захватит всех, поработит, но на сегодняшний момент Россия уже порабощена Китаем. Она поставляет туда огромное количество леса, там, полезных ископаемых. И китайские товары полностью заместили все западные товары на рынке России полностью. Китайские машины, там, китайская техника, все. Они все, что хотят, все имеют с этой России. Поэтому говорить о том, что там Китай оккупирует как-то. Если физически говорить про оккупацию, здесь тоже как бы у меня аргумент против этого. Почему? Потому что, допустим, между
вот рядом с Китаем есть две огромные страны. Монголия и Казахстан. Обе имеют территорию, там, ну, допустим, Казахстан там имеет 10 или 9 место там, да, по территории в мире. Монголия тоже не маленькая. Однако их физически никто не захватывает. Почему должен Китай нас захватить, я вообще не понимаю. Ну, рядом есть, вот Монголия, там 4 миллиона всего живет, да, на такой огромной территории. В Казахстане, 10-я территория в мире, живет 20 миллионов. Никто их не захватывает. Китай, он любит порабощать, там, захватывать экономически. Вот те, скажем так, правительства стран, которые бегут за дешевыми кредитами в Китай, вот они попадают постепенно под влияние Китая. И здесь уже зависит будет от тех новых образовавшихся государств, какая у них будет экономическая политика. Если они побегут к Китаю с дешевыми кредитами, ну, может быть, со временем будут порабощены и захвачены, да, потому что придется там продавать свои территории, отдавать там за долги. Если же выберут другую модель развития, там другие будут партнеры, ну, нет, все будет нормально. Ну, так что никакого, скажем, страха от Китая я не испытываю, я уверен, что ничего подобного не будет. Спасибо, что помогали разбираться. Друзья, какое будущее России вы видите? В целом, что будет после смерти Путина? Желаете ли вы распада Российской Федерации? К чему это может привести? Все эти мысли оставляйте в комментариях, там, где найдете ссылку и на YouTube-канал Руслана. Руслан Габасов, руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом, сегодня к нам присоединялся. Уверен, вам также было интересно, друзья. Лайки нажимаем, и тогда, возможно, я упрошу Руслана присоединиться к нам снова. Спасибо большое, Руслан, что были сегодня с нами, что нашли время. Спасибо большое вам, Алексей. До новых встреч, до свидания. До свидания.